Депутаты Государственной Думы России, члены Совета Федерации, провели во Владикавказе прием граждан. Основные вопросы граждан были связаны с предоставлением жилья, возвратом земельных участков и выделением денег на лечение. Обращения выслушали Зураб Макиев, Олег Хацаев, Александр Татаонов и Тамерлан Агузаров. Представители более молодого поколения обращались с просьбой о трудоустройстве. Эту проблему депутаты пытались решить на месте. Тут же звонили в ответственные ведомства с просьбой взять ребят на испытательный срок. То количество молодых специалистов, которые высшая школа выпускает по таким направлениям, как юриспруденция и экономика, к сожалению, ни республика, ни в целом стране такого количества вакантных мест на замещение таких должностей нет. Но вместе с этим я хотел сказать, что хорошие юристы высокой квалификации и хорошие экономисты сейчас ценятся. Профилактический рейд «Сирена» прошел в Северной Осетии. Караулы пожарных частей выехали на улицы города в сопровождении патрулей ГИБДД. Их цель – выявить водителей, которые не уступают дорогу спецтранспорту. Сразу 6 экипажей ДПС заняли ключевые позиции. Они сопровождали машину со включенными проблесковыми маячками и сиреной. Экипажи ездили по всему городу, выбирая места, где чаще всего водители нарушают правила. Это нерегулируемые перекрестки с выездом на главную дорогу со второстепенной. По словам инспекторов ДПС, они не ставили цель наказать как можно больше водителей. Протоколы составляли только в самых крайних случаях. Акцент делали на словесном обращении, чтобы все вспомнили о важности соблюдения правил. В общей сложности за 3 часа рейда к ответственности привлекли 7 водителей. Данный рейд был еще проведен в связи с тем, что в последнее время участились случаи, что при совершении дорожно-транспортного происшествия или иных происшествий спецмашины, которые едут на данное происшествие с включенными проблесковыми маяками, водители не уступают им дорогу. Уважаемые водители, если вы видите, что навстречу вам или в попутном направлении едет спецмашина с включенными проблесковыми маяками, уступите ей дорогу. Может быть, в это время данная машина спешит на помощь к вашим близким. Более 10 детей во Владикавказе состоят на учете с ВИЧ-инфекцией. Во Всемирный день борьбы со СПИДом об этом говорили в Центре социализации молодежи. Специалисты Центра совместно со студентами Горского аграрного университета провели акцию «Стоп СПИД». Активисты раздавали прохожим брошюры с краткой информацией о заболевании и методах его предотвращения. В память о погибших в борьбе с неизлечимой болезнью всем желающим прикалывали красные ленты в виде перевернутой буквы «В». В этот же день в Аграрном университете студенты вуза устроили концерт. Работаем по профилактике различных заболеваний, в том числе и наркомания, которая ведет за собой заболевание СПИДом, и различные ассоциативные явления. Итоги телевизионного форума «Восхождение» подвели в Северной Осетии. Телевизионщики Северного Кавказа, Дальнего Востока, Москвы и Сибири представили свои работы в разных номинациях. В своих репортажах они должны были рассказать о родном крае, о проблемах и перспективах развития. В числе лучших из лучших оказались авторы североостинского проекта «44-я долгота». Победителям были вручены статуэтки с символом форума «Восхождение». Как сообщают организаторы, в следующем году форум вновь пройдет в Северной Осетии. Посмотрев номинации, и вообще я поняла, что я хочу приехать домой, сразу сесть, обдумать какую-нибудь интересную тему, интересную идею. Я уже горю, я уже хочу это. Хочу сделать фильм специально для фестиваля, чтобы представить его на должном уровне и еще раз приехать в вашу великолепную республику. Известный в мире журналист Фатима Салказанова, в прошлом заместитель директора русской службы «Радио Свобода», передала в дар студентам Североостинского госуниверситета личную библиотеку. Из-за тяжелой болезни она не смогла сделать это лично, но благодаря сенатору Александру Татаонову книги удалось привезти в Осетию. 1000 экземпляров русской и зарубежной литературы, профессиональные учебные пособия журфака и факультета иностранных языков. Все эти бесценные издания будут доступны для общего пользования студентов. Когда-то много-много лет назад я обещала на филфаке Владикавказского университета, встречаюсь там с преподавателями, со студентами, я обещала, что свои книги я им передам. Я вспомнила об этом обещании немножко поздновато уже, когда узнала о том, что жить осталось недолго. Мой сын не читает по-русски совсем, он немножко говорит, но русские книги он не читает. Потом у меня там масса всякой французской политической литературы. Это все отправляется в Владикавказ, в университет, на филфак. И
И я просто хочу сказать, что филфак Владикавказский мне очень нравится. Ну и факультет журналистики, конечно, тоже нравится. Испытать себя в умных играх и проверить уровень своего IQ смогли представители различных организаций. Вопросы в стиле «что, где, когда», а также игра в «Угадай» раскрывали глубокие познания участников в самых разнообразных областях – история, кинематограф, шоу-бизнес. За право называться самой умной командой вечера сразились несколько коллективов. Победителями турнира оказались команды IQ, на втором месте «Приставы», бронза у Осетии ТВ. Сегодняшнее мероприятие можно считать первым шагом к открытию, собственно, федерации этого вида спорта в Северной Осетии. Как и во многих других регионах, где он давно уже существует, и в него играют именно взрослые команды различных учреждений, различных предприятий, и выявляют самую умную организацию у себя в регионе. Лига любительских команд по футболу проводит турнир по мини-футболу. Всего в первом экспериментальном сезоне участвует 18 команд, им предстоит сыграть 17 туров. Новый турнир займет освободившееся в межсезонье время. Команды, участвующие в основном чемпионате ЛЛК, также смогли выставить свои составы для участия в мини-футболе. Уже следующей весной чемпионат ЛЛК по мини-футболу станет регулярным. Он стартует одновременно с основным турниром, и тогда футболистам уже придется выбирать между большим и маленьким полем. Было желание поиграть в футбол, потом уже в голове шли варианты, шли предложения, что сделать, как поиграть, где поиграть. Сам любил играть в футбол всегда. И решили создать лигу. Благодаря Кирилловичу Такоеву мы это сделали. Лучшие команды с каждых городов, с каждых регионов будут играть по системе Лиги Чемпионов. То есть лучше 2 команды.